Друзья, я вас приветствую в пригородах Якутска, 40 километров примерно, село Владимировка, где-то недалеко мы отъехали. Сегодня у нас 15 апреля, и мы сейчас встречаемся с Находкиным Николаем Александровичем и с его разработками безопасной Арктики. Дело в том, что он, как бывший глава службы Якутии, порядка 10 лет он ее возглавлял, он до сих пор занимается различными технологиями для суровых условий якутских, для того, чтобы облегчить жизнь и спасателей, и охотников, оленеводов и так далее. Вот одна из его важных разработок — это коротковолновые рации РЛ. Их преимущество в том, что они просты в производстве, они не требуют никакого абонентского обслуживания, один раз приобрел и все. И они в разы дешевле, чем другие аналоги, которые у нас тоже в России используются. Помимо рации у него есть разработки, там маяки спасательные, чтобы искать людей, потерявшихся в лесу. Поисково-спасательный маяк – это устройство для поисков людей, потерявшихся, заблудившихся в лесу. Он устроен так, что каждые 5 минут он трижды дает протяжный гудок автомашины, или можно сказать, как паровозный гудок, для того, чтобы дать ориентир людям, которые потерялись в лесу. Много чего интересного. Николай Александрович, думаю, сам пускай об этом расскажет. Сегодня я сделаю для него видеоинструкцию для охотников, которые чтобы могли посмотреть и понять, как пользоваться рацией. И вам немножко об этой технологии расскажем, потому что действительно важная и полезная вообще для людей вещь. И в принципе немножко поболтаем с Николаем Александровичем. Давно с ним не виделись. Сейчас главное его найти. Где-то он говорит, тут недалеко, визуально меня ищи. Красивые сопки вокруг Якутска, погодка сегодня отличная, солнечная, с облаками. Кадр еще красивше в этом случае. 0 градусов температура. Обычно за городом видишь много лошадок якутских, а тут лошадка якутская. Пасутся всю зиму. Так, что-то я не вижу. Похоже, я проехал. Сейчас надо развернуться. Спрятались в лесу, ребята. Проехал, даже не заметил. Я вас не увидел, проскочил в Табагу, уже уехал. Да? Да. А что не позвонил? Поехал обратно искать, увидел в лесу. Вы тут запаркуетесь, да, чтобы видно было? Ну да, правильно. Там еще не устанавливали? Одну антенну забросили так. Чтобы поснимать еще, будете забрасывать? Да, конечно. Ага. Пойдемте. Давайте всех представим. Вот Николай Александрович Находкин, наш главный сегодняшний герой. Его сын Александр Николаевич Находкин, которого, как я понимаю, назвали все с дедушкой, правильно? Покажи лицо. Спрятался. Очки сними. Ну, покажи. А то в очках-то и не видно. О, вот личности. И наши ребята, инженеры, Юра и Женя. Привет. Настраивают уже рацию, аккумулятор. Такое вот место, здесь лес во Владимировке, чуть дальше Владимировки, и куча столов здесь, я так понял. Можно приехать на пикничок. А я кресло с собой тащу, походное, а тут, оказывается, все есть, скамейки. Все замечательно. Погодка отличная. Так, ребята уже антенну одну бросили. Да, один конец набрасывается на дерево, другой по диагонали. Она, метров 25. Мы 3 вида хотим показать. И сейчас будут ребята устанавливать диполь, антенна. Она в виде ската крыши. То есть середина будет наверху. И 2 крыла. Они тоже метров по 20, наверное, с лишним. Это для дальней связи. Тогда маленькая маломощная рация, она там 4 ватта, да, выходная мощность? 4-5 ватт. Да, и зато ее слышно там за 300 километров. Зимой, может быть, и там 500 и дальше. В Кобяйском улусе все оленеводческие стада, они имеют рации РЛ. И они между собой переговариваются спокойно, для них это не новость. Она как радиоприемник стоит, и народ там посуду моет, убирает свои дела и болтает. Слушают они все новости. Поэтому, удобно. И причем же альтернативой была спутниковая связь у них. А там 1 минута разговора это около 100 рублей. А радиоэфир, он как бы бесплатный. Один раз приобрел радиоприемник и рацию рельную. И сколько хочешь? 10 лет там разговариваешь, пока не устанешь. Антенный провод и 2 плеча.
Я использую вот веревку, ну и груз. Так. И крепим вот сюда. Так, здесь у нас то же самое. Ну, поднимем чуть-чуть и будем растягивать плечи. Вот эта система, которая будет подниматься вверх, и плечи, они как скаты крыши станут. Ну, это для дальней связи, и обычно его делают, ну, стационарно возле избушек, где постоянно живут. А вот это идет на саму рацию. Ее можно внести внутрь избушки дома, чтобы зимой не мерзнуть. Вот в данный момент все выглядит таким образом. Вот соединительный кабель, к которому мы две плечи антенны соединили. И вот одно плечо сейчас идет к одну сторону, как я показал, и другое в другую сторону. Сменили локацию для второй антенны. Так, просто подвесим за ветку. Так вот попробуем натянуть. Где-то на высоте метр-полтора. Обычный телефонный провод. Эту антенну сделали как походную, да, для зимников. Например, люди едут там по реке, не надо дерево искать там. Палка, если есть метр высотой. Поставил ее, отъехал на 30 метров и уже можешь разговаривать. И провод взяли толстый, чтобы он более крепкий был на морозе. У нас прием ведется в селе Чубят Цинанского улуса. Это где примерно получается устье Алдана. Примерно там. Километров, ну, 180-200. Начинаю отчет 1, 2, 3, 4, 5. Отчет закончен. Прием. Тот удаленный приемник, он цифровой, он передает данные в интернет. Я вот зашел в любой браузер, набрал адрес. Данная связь необходима, ну, при чрезвычайных ситуациях. Например, если бы мы не знали ситуацию в каком-то населенном пункте 200 километров отсюда, то пришлось бы направлять туда вертолет, смотреть, там затопило поселок или нет. Потому что когда вода подходит, подстанцию начинает топить и сразу отключает электричество. Весь поселок остается без связи. А вот эта радиосвязь работает без связи с 220 вольт. Работает от своего аккумулятора, поэтому можно в аварийных случаях узнавать обстановку, ну, очень даже спокойно. Как меня слышите, прием? Частота 3640, какие-то помехи идут, но слышу четко, громко, прием. Грозовые всякие эти разряды бывают. Только что было ясное солнышко, и вот ветер же налетел со снегом. И этот туча шуршит, видимо, в эфире. То есть оно влияет? Да, конечно. Только для этого находится. На эту антенну он не влияет. Прием. Приехала делегация, сейчас Николай Александрович будет демонстрировать. Вот эти рации мы сделали специально для условий Якутии. Специально подбирали мы разные японские, советские, там караты и так далее, пробовали. И в результате пришли к тому, чтобы сделать отдельную рацию. Назвали Эрель, как надежда, может быть, последняя надежда. Корпус сделан из металлического профиля. То есть на него можно наступить, можно гвозди забить там. И специально мы ушли от того, чтобы были модные дисплеи, как на телефонах. Потому что один раз заморозил ее, и все, невозможно дисплеем этим управлять. А все современные рации, они так сделали. И сделали мы таким образом, чтобы не было никаких ручек. Все переключается кнопками.
И настроек, ну, очень трудно сбить настройки. Как меня слышно, прием? Слушай, четко, громко. Он заряжается от преобразователя, можно от солнечной батареи заряжать. А сколько вот? У него 16 вольт. И сейчас мы сделали, к нам поступают сейчас аккумуляторы морозостойкие. Минус 40 будет он работать. Сейчас вот второй человек, который там находится, у него свой ID, я его ввожу и снизу ввожу сообщение. Чуть ниже показывается сообщение, которое отправляется в данный момент. Вот это пиликанье обозначает, что от него идет текст. Вот, все, мне ответили. Погода не балует, ветер. Любой инспектор, у которого нет связи с сотовой спутниковой, он может своим родным написать сообщение от телефона жене: у меня все нормально, я на работе, и так далее и тому подобное. Здорово вообще. И еще, если вот эти номера вписаны заранее, там 10 номеров, ну там жену, там близких там людей, тогда можно смс-кой не только получать на телефон, а переписываться. Здорово. Сидишь на мунях и пишешь там куда-то в Медвежьи острова. Там. Скинь мне информацию, сколько медведей сегодня. Да, сколько сегодня увидел. Пришло сообщение? Прикольно. Какая, ну? Есть. Ну, привет, дед. Вот смотрите. Это смс, да? СМС Да, я с рации отправил на сотовую связь. То есть ему даже не нужно закачать эту программу. Ну, для получения нет. Сейчас, допустим, он мне ответит, для отправки? ответить он мне не сможет, Для отправки потому что мне надо программу там нужно вбить. Ну, заранее в данный момент вбитый нет компьютера, что вот, я ему в сообщении попросил отправить свои координаты. Вот, он мне их выслал. Ну, соответственно, мне пришло сообщение с координатами, я удерживаю это сообщение. И вот, показать в картах. Нажимаю, и вот, и он мне в Google картах показывает конкретное его местоположение. Ну, Вот это характерное для российских всяких технологий, да. Все начинается вот с канализационной трубы. Вот это 65 ватт мощность, а на том 4 ватт. Его там за 1000 километров. Поэтому его можно ставить в офисе, чтобы говорить. Просто своих инспекторов будете слушать через интернет. Вот оленеводы из Сибенкюль вышли на связь, где-то 500 километров расстояние, общаются между собой. Снов 9, связка Барда. Снов 9, Барда, связка. Сегодня показали представителям национального парка Ленские столбы. И приезжал заместитель министра сельского хозяйства Прокопий Романович Николаев, который курирует традиционные отрасли. И остались очень вдохновленными, заинтересовались. Заказник Каталык тоже стал статус федеральный, и их объединили все. И Медвежьи острова, которые находятся в Восточно-Сибирском море, они тоже находятся в подчинении Ленских столбов. На каждом острове там несколько островов, 4 кордона сказали, и 6 кордонов на заказнике Каталык по Лайховской области. То есть везде нужна связь. Сейчас они очень много тратятся на спутниковые связь, и причем она, опять же, американская. Поэтому, конечно, она интересно для тех, кто в таежных условиях или в тундре находится, в Арктике. Поэтому мы и стараемся. Поэтому у вас безопасная Арктика. Ну что ж, на этом мы попрощаемся, друзья. Желаем Николаю Александровичу удачи с развитием этого важного и полезного дела для всей, не только Якутии, арктической территории и других, даже Кавказ, да, нам сегодня рассказали, что различных других территорий, которые требуют обеспечения бесперебойной связи. Вот так, как бы хорошо забытая старая. Ну, по сути, да. Советская радиосвязь была еще со времен папанинцев, от коротковолновой в Арктике. Еще Кренкель, радист номер 1 был в то время. И поэтому
Но физические законы не поменялись. И почему их нельзя использовать в современных условиях? Да. Все новое — это хорошо забытое старое. Так что, да. Ну, всем счастливо. Ребятам, нашим инженерам тоже удачи, разбирают то, что собрали. Ну все, удачно все прошло. До следующих встреч. Всем пока. Приятно было вам все показать. Увидимся в следующий раз.